Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Всемирный день здоровья – день своего рода напоминания всем, что здоровье – это самая большая ценность, и эту ценность мы должны хранить и оберегать. О бережном отношении к своему здоровью, а также о мерах профилактики мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Алена Никитина, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу уточнить вот что. Вы как врач, что вкладываете в понятие общественное здоровье и в целом здоровье? Общественное здоровье – это все-таки понятие достаточно обширное. И, конечно, оно включает здоровье и участие, так скажем, в сохранении здоровья населения, различных, так скажем, и органов исполнительной власти, и общественных организаций, и самого населения, конечно. А как считаете, люди стали более бережно, наши жители Якутии, страны в целом, относиться к своему здоровью? Ну да, об этом все-таки говорит статистика. Действительно, люди стали бережнее относиться к своему здоровью. Будем думать, что ответственнее к своему здоровью. Все-таки те такие сложные годы для нас, да, пандемийные годы, они, конечно, сыграли свою роль. Все-таки люди стали больше проходить профилактические мероприятия. Да, действительно, так скажем, прогресс в этом направлении точно есть. А вот все-таки как в условиях современного жестокого мира, жестокого тяжелого темпа жизни сохранить свое собственное здоровье? На самом деле есть очень простые правила. Да? Конечно, нужно, наверное, сделать первый шаг к этому, потому что действительно эти правила, о которых, наверное, знает каждый человек, начиная с детства, со школьного возраста, да, когда мы говорим, что надо больше ходить, да, то есть должна быть более, так скажем, высокая физическая активность, нужно правильно питаться. Есть такой тезис, да, который нам говорит наш, так скажем, наше головное учреждение, Институт терапии и профилактической медицины, что есть такая норма вообще здорового питания, это ежедневное потребление 400 грамм овощей и фруктов. Конечно, отказаться от вредных привычек. Вообще не курить и снизить потребление алкоголя. Снизить потребление соли. Это тоже имеет действительно большое значение. И, конечно, соблюдать режим дня. Это все-таки высыпаться, отдыхать. Тогда, в принципе, можно сохранить свое здоровье и дольше жить. Такие непреложные простые истины, так сказать. Да. А вот Всемирный день здоровья грядет. Какие мероприятия у нас в республике будут проводиться? С 1948 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о 7 апреля Всемирным днем здоровья, ежегодно во всем мире, в нашей стране и в нашей республике проводится действительно, мы вообще отмечаем Всемирный день здоровья, когда вы вот абсолютно верно сказали, когда мы хотим обратить внимание нашего населения на свое здоровье, потому что действительно это главная ценность нашей жизни. И буквально вчера началась у нас декада, посвященная Всемирному дню здоровья, в рамках которых в каждой медицинской организации проводятся различные мероприятия. Это и дни открытых дверей, это и лектории в школах, в СУЗах, вузах, в трудовых коллективах. Вчера буквально мы в Хангаласском районе при поддержке Министерства здравоохранения, наш Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, мы провели такой очень интересный республиканский форум, который называется «Здоровье детей в наших руках», посвященный году детства в Республике Саха-Якутия и году семьи в Российской Федерации. Параллельно на нескольких площадках проводились мероприятия. Это и круглый стол, где мы обсудили межведомственное взаимодействие по сохранению здоровья подрастающего поколения. Это и интерактивные мероприятия
в образовательных учреждениях Хангаласского района, в школе, в Актемской школе и в колледже Покровской. Также у нас была лекция для родителей и семинар для медицинских работников, где мы еще раз, так скажем, освежили знания по диспансеризации, диспансерному наблюдению. Вот это наше мероприятие вызвало такой очень большой интерес, заинтересованность жителей Хангаласского района, и на таком хорошем, позитивном, ну, такой волне очень хорошо прошло это мероприятие. Также в эти дни проводится действительно множество мероприятий. Значит, со вчерашнего дня, со 2 по 7 апреля наши медицинские организации, значит, работают на ВДНХ. В нашем любимом 75-м павильоне, значит, на площадке Республики Саха-Якутия 7 медицинских организаций рассказывают о достижениях системы здравоохранения в нашей республике. Ну, в такой интересной форме, да, это и варган, и грязь там. Да, конечно. Это и мы хотим показать вообще, как у нас так скажем, ну, какие-то традиционные, так скажем, еще только характерные, подходы, да? Нет, характерные только для нас возможности, активности, которые позволяют сохранить свое здоровье. Потому что, конечно, эта неделя посвящена, опять же, Всемирному дню здоровья. Ну вот там и стык, и, так скажем, традиционной нашей прорывной медицины, насколько я знаю, там и онкологический центр активно представлен, и да, вот современные инновационные методы. Да, конечно, это действительно Якутский республиканский онкологический центр участвует, Якутский офтальмологическая больница, это и НПЦ-фтизиатрия, наш республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, это поликлиника 1, это хомусотерапия, тоже интересная вещь. Значит, мои коллеги представляют и этнофитнес, да, в том числе. Вот, и, в общем, действительно, и в том числе, конечно, и достижения нашей республики, как я уже говорила, в системе здравоохранения. Алена Михайловна, я, наверное, не слукавлю, если скажу, что значительный вклад в увеличение продолжительности жизни, ну и в целом улучшение показателя здоровья внесла диспансеризация. Программа масштабная, ведется уже в течение нескольких лет. Вот какие достижения за прошлый год? Да, мы, когда обращаемся к нашему населению, мы всегда об этом говорим, что самые на самом деле доступные, да, из медицинских, так скажем, мероприятий, да, это, конечно, профилактические мероприятия. Не зря же мы говорим, что лучше предупредить, чем потом лечить. Потому что во время диспансеризации действительно выявляются хронические неинфекционные заболевания, которые являются основной причиной смертности и инвалидизации населения, такие как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания. Так, за прошлый год среди впервые выявленных заболеваний, да, ну, это порядка было выявлено там 22 тысячи в целом, значит, заболеваний среди населения во время профмероприятий именно. И где-то 480 было выявлено онкологических заболеваний, злокачественных онкологических заболеваний и 370 предраковых заболеваний. То есть можно сказать о том, что это на самом деле спасенные жизни. Это, конечно, и были выявлены сердечно-сосудистые заболевания впервые, и сахарный диабет. Потому что всем и вообще при проведении, так скажем, при регулярном прохождении профилактического осмотра или диспансеризации можно снизить смертность порядка на 40%. И это не может не радовать. А вот какие нововведения вошли в диспансеризацию в этом году? И можно ли просто самостоятельно подойти в поликлинику, сказать, что я хочу полный чекап, вот, пожалуйста, примите? Да, ну, наверное, как бы разделим эти вопросы. Да? Действительно, с прошлого года мобильными бригадами, которые есть в каждой поликлинике нашей республики, можно... Ну, эта мобильная бригада может выехать, значит, и провести диспансеризацию или профосмотр на предприятии, потому что все-таки
Мы большую часть своей жизни проводим на работе. И, конечно, есть такие производства, так скажем, да, которые непрерывного цикла. И, конечно, для работодателя и для работника, прежде всего, это удобно, когда поликлиника, собственно говоря, приедет на рабочее место, да, и проведет это действительно чекап на месте. И это очень как бы успешно применяется нашими медицинскими организациями. И также с этого года значит, внедрена диспансеризация, которая как раз-таки направлена на выявление значит, заболеваний репродуктивной системы. Конечно, это, наверное, все-таки прежде всего направлено на то население, так скажем, которое у нас фертильного возраста, да, значит, и, наверное, это может заинтересовать очень молодых людей, да, которые планируют стать родителями. И, конечно, я вообще призываю на самом деле население приходить в свои поликлиники по месту жительства и проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, потому что сейчас это сделать достаточно легко. В каждой медицинской организации есть кабинет или отделение медицинской профилактики, где в одном месте можно пройти все эти исследования. Ну, это быстро, удобно и, собственно, в любое время можно это... Да, можно заранее записаться и это пройти. Алена Михайловна, все-таки главная тема нашего сегодняшнего обсуждения – это Всемирный день здоровья. Я предлагаю пожелать нашим телезрителям в этот день, ну, помимо самого главного здоровья, что-то еще. Да, я, конечно, всем нашим жителям, слушателям желаю прежде всего крепкого здоровья и хочу сказать, что начните с первого шага на пути к своему здоровью, потому что все-таки наше здоровье в наших руках. Алена Михайловна, ну я только присоединяюсь к вашим поздравлениям. Вас, как профессионалов, представителей сообщества, тоже поздравляю с этим днем. Уверен, благодаря вашей работе все-таки показатели по здоровью у нас пойдут вверх и будут с каждым годом только улучшаться. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До новых встреч.